Танец от души и от сердца, а главное под собственным авторством. Именно он в 60-е годы стал началом ее побед на танцевальном Олимпе. Пада Магомадова, будучи студенткой, заняла первое место на городском конкурсе и, как говорится, завертелась. Это спустя годы заслуженная солистка ансамбля «Войнах» с улыбкой вспоминает свои творческие эксперименты. Первое место занял мой танец всего города Грозного. И сразу ко мне из-за кулисы подошел Шита, Зулай, Гелани Юсупов, директор. И подошли, говорят, ой, говорит, Падам, ты должна перейти к нам в ансамбль «Войнах». Я говорю, я же учусь. Ничего, говорит. А я получала стипендию 14 рублей, 16, 18. Говорит, перейдешь к нам, 80 рублей будешь оклад получать. А я как раз нуждались, мы трое учились в педучилище. Я говорю, хорошо. В 1962 году мы поехали в гастроли на 3 месяца. Вообще мы ездили по всему миру. Ее учителями были без преувеличения великими мастерами. Например, чародей танца Махмуд Эсамбаев. С ним она провела счастливые часы на сцене, объездила весь Советский Союз и многому научилась. В первую очередь преодолевать себя во имя искусства. Это фото снято «Я буду танцевать» с Махмудом Эсамбаевым. Нас 12 девочек, 6 девочек было и 6 мальчиков. Зулай Сардалова у нас в центре танцевала, а мы... 6 девочек с левой стороны, 6 мальчиков с правой стороны сходили, ну и танцевали мы там. Махмуд Эсамбаев, сольный танец у него там был. Первое я иду с правой стороны, с левой стороны маржанка идет. Вот как идете, вот так, когда его показывают, вот так танец. С этой стороны я, с этой стороны маржанка. Ансамблю «Войнах», как благодарному зрителю и сцене, Пада Магомадова посвятила всю свою жизнь. В 1958 году стала его солисткой, ну а после выступала вместе с Марьям Айдамировой. О выборе профессии Пада ни разу не пожалела. Правда, трудно очень даже заниматься. Думаете, легко? До 2 часов, до часу мучаемся, а потом отправляют на концерты. Каждый вечер на концерты. Все в этой Чеченской республике, все села, во всех районах были мы на концертах. И ночью приходили домой в 11-12 часов. Понимаете? Это же очень трудно. И бывали, что клубы бывали холодные. Потом, знаешь, то время, это сейчас хорошо. Я танцую всегда. То есть что, мы собираемся, у нас большой свой круг женщин, таких по 70, 75, 60, и молодые. Со мной дружат все молодые. Мы за столом сидим и всегда встречаемся каждый праздник и танцуем. Не хуже молодых. В маленькой Элизе, 3-годовалой Самире, Пада видит себя. Поэтому и учит внучек правильным позициям рук и ног. И пусть получается порой совсем неуклюже, но Падам знает, танец – это ремесло и искусство. Последнему научить невозможно, но привить любовь к прекрасному в ее силах. Я люблю свою бабушку сильно-пресильно. Я хотела танцевать, как она по молодости. Пада Магомадова и сегодня готова выйти на сцену, ведь именно ей она посвятила всю свою жизнь. Из зала зрители никогда не видели другую Падам. Задумчивой, грустной и рассудительной она была с родными, а вот с поклонниками заслуженная солистка была всегда веселой, как и сегодня. И кажется, уже не в прошлом, а в будущем у Падам вся та же сцена и овации, пусть уже не поклонников, а своих родных, но тех, кто искренне любит ее. Динара Мурадова, Мурат Эльбукаев, Дауд Куруев. Новости.